Водоплавные мосты готовы. Открыто движение через реки Тюкян и Малая Бутуобуя. Пляж на 202-м микрорайоне. Когда открытие и что нового подготовили для жителей столицы. Английские сурикаты предсказали победу России в матче чемпионате мира. Уже завтра стартует соревнования по футболу. Это новости в прямом эфире, в студии Юлия Великодная. Началась процедура банкротства строительной компании «Семир». Минстрой Якутии и Управление Госстройжилнадзора Республики исчерпали все меры воздействия в отношении строительной компании «Семир». В связи с неисполнением взятых застройщиком обязательств по вводу объекта в эксплуатацию, банкротство – это необходимая мера защиты прав участников долевого строительства. В арбитражный суд Якутии поступило заявление от кредиторов и признание «Семир» несостоятельным. В случае принятия положительного решения дольщики могут претендовать только на выплату страхового вознаграждения. Многие люди боятся того, что застройщик признает банкротом, и они останутся без ничего. Да? Но этого бояться не надо, потому что именно при банкротстве, при процедуре банкротства у обманутых дольщиков появляется возможность, во-первых, получить страховые выплаты от страховой компании, и, во-вторых, также мы, как орган исполнительной власти, можем помочь данным дольщикам только в случае, если застройщик является банкротом. Вышло официальное постановление Госсобрания Республики о назначении досрочных выборов главы Якутии на 9 сентября 2018 года. Постановление вступает в силу с момента принятия. Напомним, 28 мая Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона, в соответствии с которым Егор Борисов ушел в отставку. Порядка 300 единиц затонувших судов и их фрагментов находятся на дне рек и озер Якутии. Эти объекты загрязняют воду, негативным образом влияя на экологию. Сегодня в ходе очередной сессии Якутской городской думы было внесено изменение в Кодекс внутреннего водного транспорта России. Новый проект направлен на улучшение экологической ситуации в акватории, в первую очередь Ленского водного бассейна. Еще одна инициатива о концепции развития велодвижения в столице также была выдвинута председателем городской думы. Всего же на заседании было рассмотрено более 20 вопросов, в том числе о бюджете города. Так, почти 60 миллионов рублей направят на повышение зарплаты работников социальной сферы. Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров действует на территориях Усть-Майского и Татинского районов республики. На территориях Алданского, Намского, Горного, Амгинского, Верхневилюйского, Вилюйского, Нюрбинского, Сунтарского, Алекминского, Мирнинского, Ленского районов и Якутска установлен особый противопожарный режим. Создать около 300 рабочих мест на горнодобывающем предприятии позволит освоение одного из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов Томтор в Якутии. Для автомобильных перевозок в период эксплуатации автозимника до 500 человек, сообщил министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко. Начало разработки месторождения намечено на 4-й квартал 2021 года. Министр уточнил, что на месторождении уже выполнены геолого-разведочные работы, экологические и геофизические исследования, изучена устойчивость бортов карьера. Завершена государственная экспертиза документов и материалов технико-экономического обоснования. Третья производственная печь обеспечит стопроцентную потребность республики в цементе. Оборудование запустили в компании «Якутцемент». Этого события ждали практически с самого основания цемзавода. Воплотить задуманное стало возможным благодаря вхождению «Якутцемента» в состав группы компании «Восток-цемент» в 2011 году. С подробностями Виолетта Засимова. Проект строительства третьей печи существует практически с момента основания цементного завода. До ввода нового стратегического объекта Якутцемент мог предложить на рынок немногим более 300 тысяч тонн цемента в год. Учитывая, с каким размахом строится республика, цемент нынче высоко востребован. Теперь же третья печь позволит увеличить мощность производства до 500 000 тонн в год и обеспечит стопроцентную потребность республики в цементе. Объект крайне важный, долгожданный. Почему? Потому что за последние годы стройки в Якутии идут полным ходом, и многие годы уже часть цемента завозится извне пределов республики. Этот инвестиционный проект был
подготовлен еще 4 года назад, начал реализовываться. И сегодня вот эта линия будет выдавать практически 200 тысяч тонн цемента в год. И в конечном итоге мощность Якутцемента вырастет до 500 тысяч тонн цемента. Печь крупнее первых двух, длиной она 127 метров, в диаметре около 4 метров, в то время как две другие по 100 метров длиной. Вместе их производительность составит до 100 тонн цемента в час. За этими цифрами стоят огромные капиталовложения – более 3 миллиардов рублей от «Восток-цемента». Визит наш состоялся еще в 2011 году. Возглавлял его тогда Андрей Сергеевич Пушкарев, на то время генеральный директор. После этого им же было принято решение о строительстве третьей линии на Якутцементе. И повторюсь еще раз, основная цель этого строительства – это обеспечение в полном объеме рынка Республики Саха-Якутия в хлебе, строительства, цементе. Для обслуживания новой линии были созданы 79 новых рабочих мест. Чтобы не было проблем при запуске печи, руководство Якутцемента решило переобучать своих молодых специалистов, готовить новые кадры, а также по возможности привлекать профессионалов с других заводов группы компаний «Восток-цемент». 3, 2, 1, пуск! На запуске третьей печи планы амбициозного руководителя Якутцемента Алиша Мамедова не заканчиваются. Уже назревают проекты по строительству завода по производству изовера и стекольного завода. Виолетта Засимова, Алексей Дьяконов, Хангаласский улус. Открыто движение по наплавным мостам на автомобильной дороге А-331 Вилюй. Речь идет о 702-м километре через реку Тюкян и о 1151-м километре через реку Малая Бутуобуя. Службами проведены работы по наведению наплавного моста. С обоих берегов отсыпаны подъездные пути. Установлены дорожные знаки и организовано круглосуточное дежурство дорожных служб. К другим темам. В период летних каникул в школах царит непривычная тишина. Ее не нарушают ни голоса ребят, ни звонки на уроки, а в классах полным ходом идет подготовка к ремонту. О буднях педагогов наш следующий сюжет. Наталья Александровна уже четверть века сеет разумное, доброе, вечное. В школу педагог пришла не случайно. Наталья уже вторая в учительской династии. В профессию я пришла благодаря своей маме, которая также является учителем русского языка. И мы бок о бок вместе уже 25 лет. Мой стаж 25 лет, ну и у мамы почти 50. В последнее время в школу приходят молодые, и это радует. Должна приходить смена, уверена Наталья Александровна. Здесь не последнюю роль играет и стабильность в заработной плате. С 2012 года мы получаем, в принципе, я считаю, что достойную зарплату. Стабильно, 2 раза в месяц, прямо день в день. Нас это очень радует, и, возможно, действительно поэтому молодые педагоги приходят в школу. Так, в 2012 году молодой специалист Юлия Ворушина пришла работать в Алданский центр семейного устройства детей-сирот. Как раз в то время, когда в свет вышли первые майские указы президента Путина. Одним из поручений правительства было повысить уровень зарплаты работников образования. Первое повышение произошло такое глобальное в 2014 году, то есть там практически, по-моему, на 50% заработная плата поднялась, что очень было, конечно, ощутимо для любого педагога. И все этому, естественно, радовались. А второе повышение произошло в 2017 году. То есть в прошлом году оно было в 2 этапа. Конечно, повышение небольшое, но, тем не менее, эти 2 этапа тоже педагоги все чувствовали и очень этому радовались. Сегодня работники образования смело могут сказать, что получают за свой труд достойную плату. На самом деле, конечно, естественно, никогда не бывает много денег, всегда хочется, чтобы их было больше, но тем не менее слово «достойное» очень подходящее, и я считаю, что действительно вот в нашем учреждении от младшего звена до педагогов с высшей категории действительно зарплата очень достойная. Впрочем, оценить вклад учителя в развитие и воспитание подрастающего поколения сложно. Недаром говорят, что педагог – это не профессия, а призвание. Яна Захарова, Елена Фаст, Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алекминск, Алдан. В день празднования России паспорта по традиции вручили в столице Алмазного края. Главные документы из рук исполняющего обязанности главы города Степана Медведь и представителя миграционной службы получили 15 юных мирнинцев. Церемония вручения прошла на главной площади столицы во время праздничного концерта.
у меня теперь есть свои права и обязанности. Я очень рада тому, что получил паспорт именно в День России. И это было очень волнительно. К другим темам. Купальный сезон на пляже 202-го микрорайона планируют открыть в 20-х числах июня. В настоящее время управа Губинского округа ожидает разрешения ГИМС и Роспотребнадзора. Берег и вода очищены. К концу недели закончат вывоз остатков крупногабаритного мусора. В этом году горожан ожидает ряд новшеств. Бесплатная спортивная площадка, всего 6 тренажерных комплексов с площадкой для инвалидов-колясочников. Также установят воздушные батуты для детей. У нас вот очень хорошая открылась площадка «Воркаут», и там ежедневно проводятся зарядки. Это в рамках гранта фонда поддержки, президентских грантов. Каждый день в 12 часов дня будут проводиться тренировки. Это на песке, и там то есть зарядка с мастером спорта, с Михаилом Тарасовым. Поэтому бесплатно, конечно, тренировки бесплатно. И всех детей, взрослых, всех, кто желает заниматься спортом, мы, конечно же, ждем и приглашаем. Конкурс «Самовар-фест» впервые прошел в столице Алмазного края в честь Дня России. Красочный фестиваль является олицетворением многогранной страны. Его гости смогли ознакомиться не только с исконно русской культурой, но и с национальными традициями других народов. Участники стали жители Мирного и гости из поселков Алмазный и Арылах. Все они накрыли столы с национальными блюдами, подготовили номера с песнями и танцами. За свои старания были награждены призами. Как обещают организаторы, «Самовар-фест» станет ежегодным. Конкурс очень замечательный. Про русский самовар очень давно не говорили. И вот в этом году первый раз это, в общем-то. Но мы готовились, боялись, что вдруг что-то не произойдет. Но приготовили все: пироги, блины, калачи. Все, что можно. Все приготовили для того, чтобы угостить горожан. Вот. Чай приготовили, морс приготовили. Так что вот постарались, песню нашли, стихи нашли. К новостям спорта. Уже завтра стартует чемпионат мира по футболу в России. Церемония открытия пройдет на московском стадионе «Лужники» перед первым матчем турнира, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии. Аргентинец Нестор Питана станет главным судьей первого матча на чемпионате мира. Помогать Питане будут его соотечественники. Помимо России и Саудовской Аравии в группе А сыграют Уругвай и Египет. Всего в турнире принимают участие 32 сборные. Английские сурикаты предсказали победу России в матче открытия чемпионата мира. Животные пришли к единодушному мнению, что завтра Россия обыграет Саудовскую Аравию в матче открытия чемпионата мира, который пройдет в четверг в Москве. Сурикатов из зоопарка Дрейтон Манор называют таинственными. На их счету уже несколько успешных предсказаний о спортивных событиях. Еще один прогноз животные сделали в отношении первого матча сборной Англии. Они предрекли команде победу в игре с Тунисом 18 июня. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами.